В этом смысл групповой терапии, которая уникальна и на индивидуальной работе так не сделать. Как вам сегодняшнее мероприятие? Что вы думаете о тех людях, которые пришли? Что люди смелые, что они, видя, к чему мы можем прийти, все равно набираются смелости и рассказывают свои случаи. Кто сколько смог, тот столько и рассказывает. Видите, сначала человек не понимает, что происходит, дает чуть-чуть больше информации, не следит за речью. Дальше уже те, кто видит, что происходит, уже начинают говорить строго по теме, случайных слов на ветер не бросая. Нас интересуют именно случайные слова для того, чтобы анализ сделать. То есть не то, что человек структурно думает, а где он допускает ошибки, оговорки, какие-то слова использует там, где они не нужны. Нам этот материал интересен, чтобы выйти на бессознательные процессы. Потому что тут есть настоящий человек. Да, настоящий человек с точки зрения психоанализа — это его бессознательное. То есть субъект — это все-таки бессознательное, а не то, что человек пытается показать. Я слышала, что сегодня люди приходили с определенным запросом сюда. Даже зрители, которые сидели, они определенный вопрос задавали себе. Как вы думаете, возможно ли, что этих людей объединяют те вопросы, которые мы обсуждаем? Да, то есть как энергетика какая-то. Это как это магия, да. То есть люди всегда приходят по какому-то схожему запросу. Видели, получается, да, там 10 лет человек встречался, здесь 10 лет. То есть групповая какая-то динамика, я не знаю, как это работает. И большая часть участников, если сейчас послушать, о чем они говорят, да, им отзывается про их истории какие-то, они находят ответы. Вот девушка, которая была последней, да, она случай первый слушала и говорит: я поняла, да, в чем там проблема. То есть идет какой-то такой перекрестный вопрос-ответ, и люди получают ответы на свои вопросы, просто слушая другой случай. В этом смысл групповой терапии, которая уникальна и на индивидуальной работе так не сделать. Спасибо.